Ахаха, всего доброго. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня 29 марта, суббота. На канале национальной вещательной компании «Саха» программа «Неделя Республики» с наиболее важными событиями уходящей недели. На этой неделе президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Штыров посетил производственное объединение «Швея-Севера», якутское аэрогеодезическое предприятие Федеральной службы геодезии и картографии России, также на производственных базах общества с ограниченной ответственностью «Алмазы Анабара». 25-26 марта состоялся первый съезд молодежных общественных организаций Республики Саха-Якутия. Председатель Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Николай Соломов выступил в Совете Федерации на заседании Президиума Совета законодателей России, где рассматривался вопрос о концепции промышленной политики Российской Федерации. В эти дни в спорткомплексе «Самородок» проходит республиканская выставка-ярмарка «Мебель Якутии-2003». Предприятия и предприниматели Якутии представили продукцию по тематическим разделам «Мебель для дома», «Детская мебель», «Мебель для работы» и «Мебельные полуфабрикаты». Депутат Государственной Думы Виталий Басыгысов встретился с избирателями Вилюйского и Верхневилюйского улусов. Победители тендера, заключившие контракт на завоз нефтепродуктов в республику, определятся в середине апреля. По условиям конкурса перечень поставщиков и объемы поставок будут объявлены в средствах массовой информации через 20 дней после торгов, намеченных на конец марта. Чистая прибыль компании «Алроса» в прошлом году составила 7 миллиардов рублей. Президент акционерной компании «Алроса» Владимир Калитин отметил, что за счет внедрения мероприятий программы качества компания «Алроса» получила в первом полугодии 2002 года экономический эффект в размере 1 миллиарда 328 миллионов рублей. Акционерной компанией «Якутск-Энерго» принято решение о передислокации плавучей электростанции «Северное сияние» из поселка Эльдикан в город Вилюйск. Бытовые подразделения акционерной компании «Якутск-Энерго» на этой неделе применили санкции отключений и ограничений потребителей-неплательщиков 44 юридическим лицам, общий долг которых, включая текущее потребление, составляет 3 миллиона 326 тысяч рублей. Подготовка к предстоящему весеннему половодью идет полным ходом. МЧС республики сообщает, что на данный момент определены районы особого внимания: Алекминск, Якутск, граница между Усть-Алданским и Кобяйским улусами, Усть-Майский и Тампонский улусы, город Лент. Согласно рейтингу профессионализма региональных администраций Российской Федерации, составленному общественной организацией Ассоциации менеджеров России, руководство Республики Саха-Якутия лучшее на Дальнем Востоке. Среди основных критериев в оценке профессионализма – обеспечение справедливой конкуренции в регионе, устранение административных барьеров в бизнесе, наличие социальной стратегии развития. Министерство труда и социального развития Якутии объявило месячник охраны труда с 1 по 28 апреля 2003 года. Завершился Республиканский театральный фестиваль, посвященный 125-летию Союза театральных деятелей России. 27 марта, Международный день театра, состоялось вручение премии «Желанный берег» по 9 номинациям. Определен состав сборной команды России по вольной борьбе, которой предстоит выступить на Кубке мира в начале апреля в США. В ее составе якутяне, чемпионы России прошлого года Александр Кантоев и Прокопий Петров. Участницы кругосветной экспедиции «Женщины Якутии» завершили свой североамериканский этап автопробега. В эти дни они продолжают кругосветку по дорогам Европы. Автопробег должен завершиться в Якутске 24 апреля. Это был краткий обзор новостей, подготовленный журналистами нашей компании и информационным агентством ЕСИА. Война в Ираке продолжается. С каждым днем жертвы со стороны и мирного населения, и военных растут. Войска коалиции находятся уже возле Багдада, и не сегодня-завтра может начаться и штурм столицы Ирака. В связи с этим министр культуры Российской Федерации Михаил Швыдкой сообщил президенту России Владимиру Путину, что он направил письмо в ЮНЕСКО с призывом сделать все возможное для сохранения памятников архитектуры мирового значения. Я напомню, что Ирак – это страна, на территории которой находились древнейшие цивилизации человечества – Шумер, Ассирия, Вавилон, да и сам Багдад, основанный еще в 762 году, является
чудом архитектуры, первым в истории человечества так называемым круглым городом, построенным по определенному плану. Всего на территории Ирака, особенно возле Багдада и Басры, где сегодня идут особенно ожесточенные бои, находится более 100 памятников архитектуры, которые занесены в Золотую книгу наследия человечества. Но вряд ли Соединенные Штаты Америки, страна с менее чем 200-летней историей, остановит этот вопрос вечности, когда на кону стоят вопросы мирового господства и богатства всего мира. К событиям в нашей республике. Безусловно, главное событие этой недели – первый съезд молодежных общественных организаций республики. На съезд приехали делегаты более чем 70 молодежных студенческих общественных организаций. Основная цель съезда – это учреждение республиканского движения «Союз молодежных общественных организаций». И сегодня мы в студию пригласили делегата съезда, руководителя молодежного общественного объединения «Дойду» Павла Филиппова. Добрый день, Павел. У нас имеется небольшой материал, интервью с участниками, делегатами съезда. Я предлагаю сейчас его посмотреть. Вячеслав Анатольевич, вот у нас такой вопрос. Как вы считаете, будет ли конкретная польза от создания этой единой организации, которая создается в эти дни? Конечно, будет, потому что для чего создается Союз общественных организаций? Для того, чтобы вот те, что ли, идеи, те действия, которые в наших разрозненных, около 60 маленьких таких союзах, они устроены по разному принципу. Которые по устному, которые по, скажем так, профессиональному, которые по интересам, чтобы то, что они вырабатывают конструктивного для дальнейшего приложения, что ли, в деятельности правительства, для молодежной политики правительства, чтобы было объединено, как-то на основании этого общая республиканская политика формировалась. Конечно, это будет не такой союз, на этом административно, как раньше было, а именно такой консолидирующий для выработки основных идей для молодежной политики республики. Я считаю, что, конечно, несомненно, это так. Об этом уже говорит уровень самого съезда. В нем принимали участие президент, вице-президент. И я считаю, что союз окажется действительно реальной действующей силой. Сейчас на съезде раздавались предложения о том, что, ребята, подумайте, вы же отдаете свои права, вступая в союз, но прежде всего мы приобретаем очень много от этого союза, потому что союз становится очень реальной силой в республике. И это действительно, я считаю, что это факт, и это будет играть только на руку этому союзу. Конечно, в любом случае это только плюсом будет являться, потому что объединяющая сила должна быть одна. Все молодые молодежные общественные организации должны быть единым целым, чтобы мы могли представлять свои интересы на уровне республики. Создание этой организации, общереспубликанской общественной организации, назрело давно, и было очень много проектов Министерства молодежи, но они результата никакого не давали. Вот есть проблема множества общественных организаций. Они есть, их никто не регистрирует, но никто не контролирует их работу. Нету единого реестра. С этой целью вот министерство даже открывало отдел по работе с общественными организациями, но результата не было, потому что не было инициативы от самих общественных организаций. И для того, чтобы объединить, хотя бы условно объединить все общественные организации, нужно создать единый орган, единую общественную организацию, которая будет непосредственно вести учет этих организаций и содействовать работе общественных организаций. Ну, я думаю, что нужно, во-первых, у молодежи спросить, нужна ли она им организация эта вообще общественная. Ну так вот вы молодежь, вы можете ответить как молодежь, а потом как общественный лидер. Я лично не вижу надобности в этой организации. Для чего она создается? Кто является вообще делегатами этой организации? Правомочна ли она здесь вообще? То есть я задаюсь такими вопросами. Почему? Потому что думаю, что создавшись, даже если создадут эту организацию, я не думаю, что будет вестись какая-то реальная деятельность. Ну вот, Павел, мы видели достаточно, скажем так, широкий спектр мнений делегатов съезда, да, по поводу создания союза. Тем не менее, союз создан. Вот, насколько мне известно, в республике сейчас существует 73 молодежные общественные организации. И большая часть из них находится в Якутске и в других городах нашей республики. А в сельской местности, скажем так,
не такое-то уж и большое число таких общественных молодежных объединений. На ваш взгляд, вот в чем причина такой пассивности со стороны сельской молодежи? Ну, это можно отметить несколькими факторами. Первый, самый значительный, я думаю, что это большая социально-экономическая разница между селом и городом. Молодежь после окончания школы, поступив и окончив учебное заведение, не едет обратно в сельскую местность. Это можно сильно наблюдать в северных улусах. Там большая нехватка квалифицированных специалистов. И а та молодежь, которая осталась на селе, она, как мы все знаем, на селе безработица, работы нет никакой, заработная плата, можно сказать, мизерная. И из-за этого следует такая пассивность. Да, то есть как бы объективно создаются причины для того, чтобы молодежь на селе была несколько такой, скажем так, пассивной. Да? Вот действительно она сегодня разобщена, мы говорим, сельская молодежь. На селе мало молодежных общественных объединений. А вот на ваш взгляд, может ли стать этот союз молодежных общественных объединений, ну как бы сказать, таким стимулом, что ли, для того, чтобы сельская молодежь стала более активной, чтобы она стала объединяться для каких-то своих дел, для каких-то своих действий? Я думаю, что да. Во-первых, такого раньше большого съезда, сбора молодежи не было. В республике не со было. времен комсомола. Как я являюсь делегатом, полностью 2 дня участвовал в этом съезде. И для того, чтобы как-то активизировать молодежь, министерство много думало об этом. Как вы знаете, очень много общественных организаций по республике. И с этого года, с приходом нового министра, по республике объявлен грант по молодежи. Это довольно-таки серьезный грант, можно сказать, чтобы как-то активизировать нынешнюю молодежь. Они назначили по нескольким направлениям гранты. То есть молодежные объединения могут принять участие в объявленном этом конкурсе на гранты Министерства молодежи. Да. Так, да? По нескольким направлениям. Это по экологии, по развитию занятости, и село, город. В отличие от предыдущих грантов, нынешний грант хорош тем, что разделили на 3 группы, можно сказать, нашу республику. Это к первой группе относятся города Якутск, Нерюнгри, Алдан, Мирный. А ко второй группе относятся улусы центральные, Заречная группа и Вилюйская группа улусов. К третьей группе улусов относятся северные группы. И между собой они будут и разыгрывать эти гранты. А сумма грантов какая там? Сумма грантов разная, начиная от 30 тысяч до 90 тысяч. То есть, в принципе, достаточно, чтобы действительно молодежь могла развернуться и на эту сумму что-то для себя сделать? Да, вполне. Это самое главное, я вижу, в том, что эти гранты должны стимулировать молодежь, которая сейчас, можно сказать, бездействует. Вы сами являетесь руководителем общественного объединения «Дойду». Да, сами вы, ваша организация, будут принимать участие в этом конкурсе? Обязательно. Мы уже начали, собрали ребят, обсудили, и на днях должны начать работать. А до какого момента, скажем, если есть желающие, и до какого момента они могут подавать заявки на эти гранты? Участникам съезда всем роздали положение гранта, и там все написано, до 25 мая должны предоставить все нужные документы.
То есть до 26 мая любая общественная организация нашей республики может принять участие в грантах Министерства молодежи и подать свои заявки, таким образом выиграв определенную денежную сумму. Спасибо, Павел, за то, что вы сегодня приняли участие в нашей программе. Я надеюсь, что и ваша заявка найдет отклик у конкурсной комиссии. А мы продолжаем. О том, что самолетный парк республики находится в удручающем состоянии, написано и сказано достаточно много. Еще одно подтверждение этого факта поступило на этой неделе. Самолет Ан-26 авиакомпании «Сир Аэро», выполнявший рейс Якутск-Среднеколымск, совершил вынужденную посадку в аэропорту поселка Хандыга утром в среду. По предварительной информации, самолет вез 3,5 тонны груза. Кроме экипажа, в нем летел человек, сопровождающий этот груз. Была пройдена почти половина пути, когда у самолета неожиданно отказал левый двигатель, и пилот принял решение идти на вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Хандыги. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Именно туда для расследования причин этого происшествия вылетела специальная комиссия. И на этой же неделе произошло еще одно событие, которое дает нам, ну, скажем так, некоторый повод надеяться на улучшение положения дел в этой сфере. Высокая степень износа авиатехники в тот же день, 26 марта, послужила темой обсуждения в Доме правительства на совещании по вопросам эксплуатации в республике самолета Ан-140. Самолет отвечает всем современным мировым требованиям по комфорту для пассажиров, техническим характеристикам, расходу топлива и низким шумовым показателям. А по вместимости 50 человек он может заменить существующий сегодня и давно отработавший свой ресурс авиалайнер Ан-24 на внутренних рейсах. Если сравнивать этот самолет уже много лет зарекомендовавшего себя Ан-24, на смену, собственно, которого и пришел Ан-140, то он достаточно экономичен. Взять хотя бы тот показатель, количество топлива, расходуемое на час полета. Если Ан-24 расходует на час полета 900 килограмм топлива, то Ан-140 600 килограмм. Согласно федеральной программе, в республику будут поставлены 3 самолета Ан-140. На совещании руководители авиационной отрасли определяли предпочтительного поставщика. На Харьковском заводе уже налажен выпуск 18 российско-украинских машин. И самолет эксплуатируется в течение 9 месяцев. Действительно очень комфортный салон, очень приятный интерьер, рассчитанный прежде всего для пассажира, а не, как у нас всегда бывает, пассажиры подгоняют под то, что сделали. Одна из 3 технологических линий КБ «Антонова» по выпуску этого типа самолета, кроме Харькова и Ирана, находится в Самаре. И хотя у них на различной стадии сборки находится всего 6 самолетов Ан-140, и первый из них будет готов только к декабрю нынешнего года, самарский вариант, похоже, выиграет в конкурсе. Этот завод находится на территории России, и значит, удастся избежать дополнительных таможенных затрат. Изготовители рассматривают вариант создания центра технического обслуживания как в республике, так и в Самаре. Самарские авиастроители могут пойти на значительное снижение стоимости самолета, а харьковский Ан-140 даже при пакетной поставке определил его цену не менее $8,5 миллионов. Насколько всегда проблематичны вопросы именно внедрения самолета с финансовой точки зрения, но и эти вопросы решаются, то вопросы техники в самолете Ан-140 решены уже. Мы самолет сертифицировали только после проведения испытаний на холода. Конкретно в Якутске самолет попал на температуры минус 54 градуса, и эта цифра стоит в его сертификате. То есть, реально, 55 мы зашли. Он продемонстрировал и возможности запуска при холодах, возможности полетов при холодах. Самолет, в общем-то, сертифицирован. Сертификат выдал авиарегистр Межгосударственного авиационного комитета московский. То есть у нас никаких сомнений, что самолет-то выдержит. Тем более, что опыт эксплуатации самолетов Ан, он вложен в самолет Ан-140. Мы взяли все лучшее и постарались не наступать на те грабли, которые когда-то мы прошли на испытаниях самолетов Ан-24 и Ан-74. То есть самолет Ан-140 – это прекрасный продукт именно для работы
на таком специфическом рынке авиационных перевозок, каким является Республика Якутия-Саха. После двухдневного обсуждения у заместителя председателя правительства Артура Алексеева авиаторы подписали протокол и направили свои предложения для рассмотрения федеральной авиационной структуры. Возможно, что уже в 2004 году самолет Ан-140 самарского производства появится на регулярных рейсах в Якутии. Всероссийские партии начинают активную подготовку к выборам в Государственную Думу. Сегодня в Москве состоится второй съезд партии «Единая Россия», партии, которую все называют партией власти. Хотя далеко не все однозначно. Как показывает опрос общественного мнения, проведенные по стране, с вопросом, за какую партию вы проголосовали бы, если бы выборы состоялись в это воскресенье, показывает, что «Единая Россия» пока идет наравне с КПРФ. Хотя в принципе, до выборов еще имеется время, и электоральные предпочтения будут меняться еще не один раз. А делегаты второго съезда партии «Единая Россия» от Якутского регионального отделения 25 марта провели в Якутске пресс-конференцию. По словам председателя политсовета, руководителя политсовета регионального отделения «Единой России» Ильи Михальчука, главной задачей 2003 года является расширение числа членов партии и участие в выборах в Государственную Думу. Партия должна стремиться стать партией большинства в законодательном органе страны. И по словам Михальчука, от регионального отделения партии обязательно будет кандидатура в федеральный партийный список. И это должен быть человек, который будет отстаивать интересы всей республики на федеральном уровне. На этой неделе отмечался и День борьбы с туберкулезом. К сожалению, туберкулез не поддается излечению до того момента, пока в обществе существуют социальные проблемы. И потому по стране наблюдается постоянный рост заболеваний туберкулезом. А у нас в республике самая острая проблема – это слабая материально-техническая база детской противотуберкулезной службы. Об этом уже сказано и написано немало. Но то, что мы увидели в противотуберкулезном детском диспансере, нам показалось фактом вопиющей безответственности, показателем того, как на самом деле мы относимся к самым незащищенным слоям населения. Ведь не секрет, что болеют туберкулезом в основном дети из малоимущих семей. В настоящее время, начиная с января месяца 2003 года, 3 участка городских находятся в здании республиканского взрослого диспансера. Им выделена одна комната вернее, не одна комната, а 2 комнаты для приема 3 участковых врачей. Вот они находятся там. У нас нет своего процедурного кабинета, где должны были мы провести дифференциальную диагностику туберкулезной аллергии. Нет у нас своего рентген-аппаратуры, рентген-кабинета, где мы могли бы обследовать детей рентген-томографически. Также не имеем мы лаборатории своей клинической, где могли бы тоже обследовать детей, которые состоят на диспансерном учете, и контролировать химиопрофилактику, проводимую нашим детям. Детей и подростков, которые нуждаются в дообследовании, рентгенодообследовании, мы вынуждены направлять во взрослый городской диспансер, который находится по Новопортовскому тракту в старом здании автоколонны 1366. Это, конечно, очень осложняет нашу работу. Дети, которые приезжают к нам на Богдана Чижика на прием, мы направляем их обратно туда, потом им приводится по несколько раз туда, обращаться туда на дообследование. Это у родителей требует, значит, времени дополнительного и финансовых вливаний. Вы знаете, что к нам обращаются неимущий слой населения. Болеют туберкулезом, это самый неимущий слой населения нашего. Заболеваемость туберкулезом детского подросткового населения города Якутска остается, значит, высокой. Но можно сказать, что имеет тенденцию даже к небольшому снижению. Но это, конечно, нас не радует, потому что заболеваемость тесно связана с заболеваемостью взрослого контингента, а бациллярных больных в городе Якутске, количество больных бациллярных в городе Якутске растет. Если в 2000 году было где-то примерно 278 бациллярных больных, то по годовому отчету 2002 года мы имеем 350 бациллярных больных.
которые, значит, активно выделяют туберкулезные палочки в окружающую среду. Конечно, в первую очередь инфицируются и болеют из-за этого детства. И это подтверждается тем, что за туберкулез в городе Якутске помолодел, болеют дети дошкольного возраста. Вчера Якутская епархия отметила десятилетие архиерейской хератонии архиепископа Якутского и Ленского владыки Германа. Итоги этого десятилетнего служения налицо. Если в 1993 году по республике был только один приход в городе Якутске, то сейчас зарегистрировано по республике 43 прихода. Строятся новые церкви, восстанавливаются ранее разрушенные с помощью крупных промышленных предприятий республики. Есть даже примеры строительства молельных домов и часовен на личные частные пожертвования. Не забудем, что до революции храмы строились в основном на средства самого населения. Растет и число прихожан. Люди чувствуют в потребность обретения веры. А это и есть, наверное, главный итог десятилетнего служения архиепископа Якутского и Ленского владыки Германа. В пятницу в Никольском соборе прошла служба в честь десятилетия архиерейской хератонии архиепископа Якутского и Ленского владыки Германа. Свои поздравления в его адрес направили президент республики Вячеслав Штыров, руководители республиканских министерств и ведомств, а также представители епархии городов России. В своем обращении к прихожанам и гостям празднества владыка Герман поблагодарил всех православных за их вклад в святое дело в развитие православной епархии. Особую благодарность выразив президенту республики Вячеславу Штырову. Я благодарен президенту нашей республики за внимание, за приветственный адрес. Вячеслав Анатольевич сам неутомимый труженик и патриот нашего края, нашей республики. Он нам показывает тоже, наш президент, пример неутомимой деятельности, работы на благо нашего народа. А началось все 10 лет назад в Богоявленском кафедральном соборе в Москве, когда владыке Герману, святейшим патриархом Алексием, был положен высокий сан архиепископа Якутского и Вилюйского. Прибыв на Якутскую кафедру, состоящую тогда из одного прихода, владыка Герман возглавил Якутскую епархию. За 10 лет его усилиями, молитвами прихожан и с Божьей помощью были построены и восстановлены многие храмы. Так, при содействии акционерной компании «Алроса» и администрации города Якутска был реконструирован Преображенский собор, ставший достопримечательностью столицы республики. Множество якутян, в большей степени приняв крещение, возвратились к православной вере. И сейчас перед главой Якутской православной епархии стоят не меньшие задачи. Моя задача и мой долг – восстановить, насколько это возможно, и храмы, и чтобы христианские ценности, великие истины православной, святой христианской веры вошли в нашу жизнь, в жизнь нашего общества, облагораживая и освящая ее. Поэтому сегодня не только памятный день для меня, но, естественно, памятное событие и для всей моей многонациональной и дорогой моему сердцу нашей якутской паствы и для нашей возрождающейся якутской епархии. 27 марта по традиции отмечался Международный день театра. Этот праздник в этом году связан с другой знаменательной датой. 125 лет исполнилось Союзу театральных деятелей России. И в эти дни в столице республики прошел очередной республиканский театральный фестиваль. Якутия еще раз показала свою любовь к этому яркому, интернациональному и увлекательному виду искусства и подтвердила свой неофициальный статус одного из самых театральных регионов России.
С 21 по 27 марта в городе Якутске прошел Республиканский театральный фестиваль, посвященный 125-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Этот главный театральный форум собрал все профессиональные театры республики. Жители и гости столицы стали свидетелями поистине феерического действа, притягательной магии и силы театра. Гостями фестиваля стали заместитель министра культуры и кино Республики Алтай Наталья Саймина, заслуженная артистка Республики Тыва, заместитель председателя Союза театральных деятелей Тыва Галина Мунзук и заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Бурятии, директор Бурятского академического театра драмы имени Намсараева Даржи Султимов. Также заведующая секцией театральных критиков СТД России, профессор Российской академии театрального искусства Ирина Мягкова. Если основная задача Союза театральных деятелей – это развитие театрального искусства, то хочется сказать, что значение фестиваля большое, потому что когда собираются все театры республики, когда мы можем посмотреть спектакли друг друга, пообщаться, понять, что нового в каждом коллективе, как каждый театр развивается. И самое главное, наверное, еще и привлечь зрителей. Вы очень счастливый народ, что у вас есть такая личность, как Андрей Савич, который заявил именно национальное лицо театрального искусства и конкретно народов Саха. И имела через спектакли возможность быть интернациональной, общечеловеческой, потому что это как раз вот была взята основа, правильная основа и правильное направление. Цель и идея этого фестиваля была собрать всех наших друзей. Почему? Потому что близлежащие регионы, хоть это Бурятия, хоть это Тува, Алтай, Хакасия, Калмыкия. Через 2 года, в 2005 году, у нас будет здесь российский фестиваль. Будут здесь принимать не только делегации 1-2 человека республики или деятели театра этих наших братских республик, а именно театры. Бурятский академический театр имени Хоса Намсараева здесь выступит, Тувинский театр выступит, Алтайский театр, Калмыцкий театр, Хакасский театр, потому что мы все с одного дерева. 27 марта, в Международный день театра, состоялась торжественная церемония вручения театральной премии «Желанный берег» и празднование юбилея Союза театральных деятелей России. Статуэтки, разработанные и выполненные художником-ювелиром Аялом Сафроновым, вручены по 9 номинациям. На сегодня у нас все. В понедельник, 31 марта, на Республиканском радио в 7 утра выйдет программа «Утро Республики». Журналисты дирекции информационных и политических программ обсудят с представителями сильной половины человечества предстоящее событие декады отцов. Настройте свои радиоприемники на волну Якутского республиканского радио. А встретимся мы с вами через неделю, в следующую субботу. Всего доброго.